недавнего времени от граждан стали поступать жалобы на работу контрольно-пропускного пункта Нижний Зарамак. В интернете периодически появляются видеозаписи, где люди недовольны длинными очередями на границе с Южной Осетией. На самом пункте пропуска мнения людей расходятся. Издеваются над людьми, я вот кроме шуток говорю. Вот с той стороны вообще едешь, грузовой машине никак нельзя проехать. Стоят, никакого порядка нет. Пробки постоянно бывают, по 2-3 часа стоят, с детьми, со всеми. Я не знаю, что там делают. Поток машин, наверное, большой. Можно было лучше поработать. Часто езжу. Ситуация, в принципе, нормальная, адекватная. То есть больших пробок не бывает, пропускаю довольно-таки быстро. Досматривают машины, пропускают. Все, в принципе, нормально бывает. На границе действуют 2 полосы для легкового транспорта и 1 для грузового. В случае отсутствия фур задействуют и 3-ю линию. Пропускная способность пункта Нижний Зарамак – 300 автомашин в сутки. Сейчас КПП ежедневно проезжает более 1000 автомобилей. Это превышает норму почти в 3 раза. На пропуск одного транспортного средства уходит около 15 минут. Но за счет минимизации данного времени нам удается в большинстве случаев справляться с очередями и потоками. Также на пропуск, на скопление транспортных средств влияет реверсивное движение, которое сейчас действует через Рогский тоннель в связи с его реконструкцией. Транспортные средства пропускаются по 30 минут в одном из направлений, в связи с чем на южном портале скапливается достаточно большая очередь, которая одним моментом приезжает сюда. То есть транспортные средства движутся не дифференцированно. По-другому обстоит дело с грузовым транспортом. При выезде из России фура оформляется в течение 4 часов. По закону досмотр длится около 1,5 суток. Но мало кто знает, что таможенники сократили государственный норматив почти вдвое. В летний период граждане России пытаются пересечь границу в самое прохладное время суток. Из-за большого наплыва транспорта и образуются пробки. Это связано с сезоном отпусков. Сотрудники контрольно-пропускного пункта советуют проходить контроль до обеда. В это время стоять в очереди почти не приходится. Тамила Хамицаева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.